О безопасности в государственном масштабе и о средствах ее обеспечения можно узнать на международной выставке, которая только что открылась на ВВЦ. С каждым годом эти средства становятся все более востребованными и все менее заметными. Илья Давыдов этому убедился. Часть опасной работы вполне можно снять с плеч бойца и доверить технике. Этот автомобиль, оснащенный электронным зрением, слухом и современной связью, вполне может заменить целый пограничный наряд. Сейчас на экране тепловизора картинки с выставки. В реальных условиях камера видит нарушителей на расстоянии до 9 километров и автоматически передают изображение на погранзаставу. Так что наряд может отдыхать. Для этого на борту созданы все условия. Кухня со встроенной бытовой техникой и спальные места. Такого пограничники еще не видели. По окончании выставки машина отправится на испытание в один из гарнизонов. В течение недели можно один раз выехать на границу, выполнить свои задачи по охране границы, через неделю вернуться, заменить расчет и нести службу снова. Техники для спецназа, полицейских машин и беспилотников на интерполитехе немало, но встречаются экспонаты, на первый взгляд, не имеющие отношения к безопасности. Обычный на вид кожаный портфель, вот только странно, пустой он весит около 10 килограммов. Легким движением руки сумка превращается в бронещит. Встроенные керамические пластины способны выдержать выстрел в упор. А вот как ведет себя под пулями оконный стеклопакет. Тоже с виду стандартный. Здесь использованы современные российские разработки в области пулестойких стекол. Использованы облегченные, легкие, тонкие пулестойкие стекла, которые выдерживают обстрел по высоким классам защиты. Последний внутренний слой – умное стекло. При попадании пули оно подает сигнал всем окнам здания стать матовыми. А эта система работает по принципу умного дома. Более 1000 стратегических объектов страны начинены датчиками, передающими информацию в единый центр. Это готовая система для создания единой системы государства. Она позволит объединить любое количество объектов и определять права доступа. Сотрудники спецслужб контролируют обстановку с планшетника или мобильного телефона. Это яркий пример того, что системы обеспечения безопасности могут выглядеть вполне мирно. А далее страх и ненависть.